Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Вестник профсоюза образования». Мы познакомим вас с деятельностью профактивистов, расскажем, как живут и работают их подопечные, и по традиции профсоюзные юристы ответят на ваши вопросы. Смотрите сегодня в выпуске. 2017 год для работников аппарата Республиканского профсоюза начался с районных выездов, где они изучают работу первичных организаций. «Учитель пред именем Твоим» рубрика посвящена Эльмирзаеву Идрису, будущему учителю физкультуры, студенту Грозненского педагогического колледжа. Заседание Координационного совета профсоюза работников учреждений профессионального образования прошло под председательством первого заместителя председателя профсоюза Даутхана Герзелиева. На заседании подвели итоги проверки состояния профсоюзной работы в СПО. Комната психологической разгрузки в средней школе номер 60 принимала гостей, собравшихся для участия в семинаре. Особая атмосфера благоприятно воздействует на нервную систему и помогает педагогам эффективно сбрасывать напряжение и восстанавливать работоспособность. – 2017 год в профсоюзе образования республики объявлен годом профсоюзной информации. В прошлом году профсоюз обучал профактивистов пользоваться программами и приложениями для полноценной информационной работы. Было запущено новое приложение Рессовет.Инфо. Теперь же основной упор будет сделан на работу по своевременному освещению деятельности профсоюза, регулярному обновлению сайтов. Главное – донести до адресата какие-либо нововведения, важную актуальную информацию. Также год для работников аппарата Республиканского союза начался с районных выездов, где они изучают работу первичных организаций. Без первички нет профсоюза. С нее и начинается работа профактивистов. Но первичная организация нуждается в поддержке опытных профсоюзных руководителей. Работники аппарата Рессовета профсоюза в этом месяце посетили первичные профсоюзные организации образовательных учреждений Грозного и Гудеремесского района с целью изучения работы профкомов и оказания им необходимой информационно-методической помощи. Хизир Герзелиев, председатель профсоюза образования нашей республики, лично прибыл в район, чтобы убедиться в качестве работы его подопечных. В частности, его и остальных руководителей интересовало качество ведения делопроизводства, состояние коллективных договоров, осуществление социальных и стимулирующих выплат педработникам, наличие социального паспорта, статистического отчета, заявлений и учетных карточек членов профсоюза, насколько успешно в организациях внедряются институты кураторов и уполномоченных и ведутся ли профсоюзные кружки, а также насколько востребован фонд социальной поддержки учителей и другое. Посовещавшись, представители разъехались по образовательным учреждениям. Заместитель председателя Тамара Эльмурзаева отправилась в школу номер 3. Пообщавшись с председателем первички, она убедилась в том, что профсоюзная работа здесь налажена, начиная от оформления профсоюзного уголка, заканчивая проведением кружковой работы. Кружок сама? Да, я сама веду. А сколько членов кружка? 11 человек в кружке. Насколько часто у вас получается? Каждый месяц один раз мы стараемся наиболее наболевшие темы, которые необходимы в нашем коллективе, в работе педагога, там отметить, обсудить. Это уже 3-й район, где мы находимся. Наш выезд носит такую цель, чтобы оказать практическую и методическую помощь нашим профсоюзным активистам на местах. Здесь мы смотрим и делопроизводство, и беседуем с членами профсоюза, и смотрим оформление всяких информационных стендов. Посещая вот так первичные организации, мы и смотрим, и для себя знаем, подводим итоги, какой-то анализ делаем, в каком состоянии находится сейчас работа и делопроизводство, и вообще как ведется работа в первичных организациях по профсоюзному направлению. Здесь мы даем и рекомендации, если вдруг какие-то недочеты есть в работе, или же какая-то помощь им нужна на местах, потому что меняется также и состав профсоюзного актива, часто меняются председатели первичных профсоюзных организаций, и поэтому здесь на месте нам проще дать им рекомендации, оказать практическую помощь и сказать, где что им как делать. Детский сад под номером 6 посетил заместитель председателя Рессовета Гудеремесского района Тимур Баканаев. Профсоюзный лидер коллектива садика Малика Арзуева показала гостю работу профуголка и рассказала, как проводится информационная работа, на которую в этом году делается особый акцент. Вот моя профсоюзная страничка, Тимур. Сейчас я вам покажу. Вот страничка.
тут написано о профсоюзе, зачем он нужен, вот. Основные направления. Каждый член профсоюза должен знать, что он при этом получает. Вот. И вот эти документы я их сюда вложила здесь. Ну, в течение года мы будем сюда разные документации обновлять. В 2017 году руководство профсоюза решили уделить особое внимание информационной работе. Мы вот стараемся развивать это, заполнять нашу профсоюзную страницу. Мы стараемся не отставать. Вот это приложение Риссовет Инфо, даже там может любой член профсоюза посмотреть любые новости. На сайте rissовет.ру или же в приложении Риссовет Инфо педагоги и воспитатели могут найти полезную информацию. Главное – своевременно донести до члена профсоюза важную и актуальную информацию. Состояние документации, наличие уголка профсоюзного стенда, все находится в хорошем, даже можно сказать, в образцовом состоянии. Председатель профсоюзного комитета знает свою работу, любит эту работу, это самое главное, и вся документация у нее, можно сказать, практически в идеальном состоянии. Это очень редко бывает. По итогам исследования деятельности первичных организаций руководство профсоюза будет делать выводы и искать новые формы и методы для повышения качества работы в малых звеньях профсоюза и повышения интереса у самих председателей. Учитель пред именем Твоим. В этой рубрике мы обычно рассказываем вам о педагогах. На этот раз мы немного забежали вперед и решили показать, как куются педагогические кадры. Знакомьтесь, Эльмирзаев Идрис, студент Грозненского педагогического колледжа, будущий учитель физкультуры. В далеком 1925 году в тяжелейших для страны и народа условиях было открыто одно из старейших учебных заведений нашей республики – педагогический техникум. За годы своей деятельности техникум был преобразован в педагогическое училище, а с 1 сентября 1995 года носит название Грозненского педагогического колледжа. Самое главное направление подготовки в Грозненском педагогическом колледже – это учитель, преподаватель начальных классов. Готовим воспитателей дошкольного образования. Вот мне бы особо хотелось отметить подготовку по преподаванию физической культуры. Это единственное среднее профессиональное образовательное учреждение в нашей республике, которое осуществляет подготовку по этому направлению специалистов. Varierar. Что брикается, аккуратно, кюльца хатлается, книс дует плотно ходишь, но брик анис хатлается, что квест, а удар дует, туда прям. Занятие физической культурой является залогом крепкого здоровья и неотъемлемой частью школьной учебной программы. Про одного из будущих учителей данного направления мы и хотим вам рассказать. Знакомьтесь, Эльмирзаев Идрис. Отец Идриса тоже является выпускником педагогического колледжа и на данный момент преподает физическую культуру в школе. А Идрис, с детства наблюдающий за отцом, также решил воспитывать в детях любовь к спорту. Я решил стать физруком 6 класса, потому что я хочу пойти по стопам отца. Он тоже здесь учился, закончил здесь в 2005. У меня появился интерес в физической культуре. Благодаря ему я здесь учусь. Несмотря на то, что Идрис только на первом курсе, он уже успел заявить о себе как об активном участнике общественной жизни колледжа и перспективном спортсмене. Конечно, трудно совмещать деятельность активиста с учебным процессом, но и это нашему герою оказалось под силу. Первое занятие, когда мы с ними проводили, в качестве девиза мы взяли слова Арнольда Шварценеггера, который заметил: когда ты сталкиваешься с трудностями и решаешь не сдаваться, в этом и есть сила. И вот мы выяснили, что сила не только кулаков получается, а сила интеллекта. Вот как раз такую целеустремленность Идрис и проявляет. Идрис действительно целеустремленный и всесторонне развитый парень. Помимо успеха в учебе и активной деятельности, он добился немалых результатов и в спорте. Я занимаюсь различными спортами: баскетбол, футбол, волейбол. И у меня по баскетболу есть достижения, кубки, медали, грамоты.
Говоря о его будущей профессии, стоит отметить, что наш герой обладает всеми задатками будущего педагога. Труд учителя физической культуры является сложным и многообразным. Он должен быть сам всесторонне подготовлен физически, знать теорию и практику выполнения физических упражнений и владеть методикой обучения. Как бы это громко ни звучало, но учитель физкультуры должен быть примером для подражания, ведь именно от него зависит отношение учащихся к спорту. Я не пожалел, что поступил в педагогический колледж и в будущем хочу стать педагогом. Когда-то любимые уроки наших родителей у современной молодежи популярностью не пользуются. Какой должна быть физкультура 21 века? Чего ждут дети и на что способны педагоги? Уроки физкультуры должны содержать в себе развлечение и пользу одновременно. Только тогда возможно привлечь учащихся на уроки физической культуры. Это дело предстоит исправить новому, молодому поколению педагогов. Защита прав членов профсоюза, юридическая консультация – это работа профсоюзных юристов. Они готовы ответить на все вопросы работников образования. Правозащитники найдут ответ на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока и на другие. Требуется ли разрешение родителей для публикации фотографий детей на школьных сайтах? В Конституции Российской Федерации записано, что сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. А в статье 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации говорится, что обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина допускается только с согласия этого гражданина. Поскольку в соответствии с Семейным кодексом родители являются законными представителями своих детей, то согласие на размещение их фотографий должны получать у них. Однако закон также предусматривает случаи, когда согласие родителей на размещение фотографий детей не требуется. Любое фото вашего ребенка, за исключением фото крупным планом, может быть свободно опубликовано на сайте образовательного учреждения без какого-либо разрешения, если оно сделано во время публичного праздника, утренника, школьной линейки, спортивной олимпиады, иного торжества или массового мероприятия. В коллективном договоре предусмотрено, что зарплата перечисляется работникам на их банковские карточные счета, открытые в рамках зарплатного проекта. Новый работник написал заявление, чтобы его зарплату перечисляли на карточный счет в другом банке. Может ли организация отказать ему? Заработная плата перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. Однако работник имеет право выбрать, на какой банковский счет он будет получать зарплату. Соответственно, отказывать работнику нельзя. Чтобы работодатель начал переводить зарплату в другой банк, работник должен написать заявление об изменении банковских реквизитов не позднее, чем за 5 дней до дня выплаты заработной платы. Может ли зарплата работника за месяц быть меньше минимального размера оплаты труда, если в этом месяце он брал 10 дней неоплачиваемого отпуска? Ниже МРОТ не может быть месячная зарплата работника, который полностью отработал норму рабочего времени. Поскольку работник отработал месяц не полностью, начисленная зарплата может быть меньше минимального размера оплаты труда, то есть оплата будет производиться за фактически отработанное время. Если у вас появились вопросы, пишите письмо профсоюзу, адрес на экране. Заседание Координационного совета профсоюза работников учреждений профессионального образования прошло под председательством первого заместителя председателя профсоюза Даутхана Герзелиева. На заседании подвели итоги проверки состояния профсоюзной работы в системе профобразования. Все подробности в следующем материале. Заместитель заведующего организационной установы отдела Салавди Джамбулатов и уполномоченный Рессовета по городу Грозный Заинди Мусаев в течение месяца изучали деятельность правкомов 20 колледжей и техникумов. Несмотря на то, что работа в образовательных учреждениях в целом была признана удовлетворительной, были выявлены некоторые недоработки, которые требуют качественного изменения. В этой связи представителям Рессовета профсоюза, на территории которых находятся профессиональные образовательные учреждения, было дано поручение наметить и осуществить в феврале конкретные меры по устранению критических замечаний, высказанных в служебной записке. Заведующий информационным отделом Магомед Бахтарышев напомнил присутствующим, что в год профсоюзной информации следует уделять еще более пристальное внимание развитию информационной работы. В частности, контролировать вопрос о наличии и ведении страничек на сайтах образовательных учреждений, регулярно обновлять информационные стенды, принимать активное участие в предстоящих профсоюзных конкурсах и освещать профсоюзную деятельность в целом. У нас запланировано около 30 мероприятий, посвященных этому году. В них входят конкурсы,
Также переиздание различных наших с вами книг знаменитых, о которых мы сейчас поговорим. Но в первую очередь хотелось бы рассказать о проблеме, которая присутствует в организациях СПО по информационному направлению. В первую очередь это же, конечно, как было сейчас перечислено, это наши с вами профсоюзные уголки, которые по сути являются лицом первичной профсоюзной организации, на которой должна быть отражена вся ваша работа, вся информация о вас как председателе первичной организации, о ваших помощниках, то есть уполномоченных по направлениям, план работы и ваш самое главное это коллективный договор, это то есть плод вашей профсоюзной деятельности. Спустя 4 дня в Доме профсоюзов прошло 6-е пленарное заседание Республиканского совета профсоюзов, в котором приняли участие 47 членов пленума во главе с председателем профсоюза Хизиром Герзелиевым. На заседании подвели итоги финансово-хозяйственной работы Рессовета профсоюза за 2016 год, а также утвердили бюджет на 2017. В прениях по докладу выступили районные представители, которые озвучили наиболее интересующие их вопросы, касающиеся организационной и финансовой работы. В ходе заседания было отмечено, что к вопросу погашения задолженностей по членским профсоюзным взносам необходимо подходить более ответственно и пора предпринимать конкретные меры в отношении нерадивых плательщиков. Хизир Герзелиев призвал участников заседания поддерживать деятельность профсоюза и принимать активное участие в реализации поставленных им задач, способствовать совершенствованию деятельности профсоюза в целом. Комната психологической разгрузки в средней школе номер 60 принимала гостей, собравшихся для участия в семинаре. В перерывах, а кто-то и после работы отдыхал и телом, и душой с помощью психолога. Свет, звук, изображение, ароматы – все это благоприятно воздействует на нервную систему и помогает педагогам эффективно сбрасывать напряжение и восстанавливать работоспособность. Место встречи изменить нельзя. С утра в городской школе номер 60 суета. Здесь собираются представители творческой интеллигенции и педагоги для встречи с учащимися. Выбрали место не случайно. Как известно, эта школа была названа лучшей школой России в 2016 году. Ранее здесь профсоюзом образования республики была открыта комната психологической разгрузки для работников образования. Чтобы уединиться, может стать, можно попросить, и почувствовать, постоять, подумать может. Комната психологической разгрузки оснащена специальным оборудованием, которое привезено аж с Урала. Дело в том, что подобные комнаты в основном открываются в школах для детей, и найти все необходимое для взрослых было не так легко. Свет, звук, изображение, ароматы – все это благоприятно воздействует на нервную систему и помогает педагогам эффективно сбрасывать напряжение и восстанавливать работоспособность. Побывав сегодня в 60-й школе, в комнате психологической разгрузки, я еще раз убедилась, какую огромную заботу проявляет профсоюз образования об учителях, о своих членах профсоюза. Большое им спасибо. И психологу школы, которая сегодня провела прекрасный мастер-класс. Мы получили огромное наслаждение, почувствовали себя вот в какой-то некой обстановке, даже, можно сказать, успокоились, необычное. В ней учитель получает какую-то энергетику. Он расслабляется после трудового рабочего дня. Основные задачи кабинета – это повышение продуктивности и работоспособности сотрудников, предупреждение и устранение последствий стрессовых воздействий после эмоциональных перегрузок, профилактика профессиональных заболеваний. В нашей стране немного школ с подобным уголком отдыха, но опыт говорит о том, что результат не заставляет себя долго ждать. Повышается концентрация внимания, снижается количество ошибок при выполнении работы, повышается мотивация персонала, сокращение текучести кадров, а значит предотвращение потерь квалифицированных работников. Профсоюз и дальше намерен активно работать в этом направлении, и скоро подобные кабинеты откроются и в других школах нашей республики. Это все, что мы успели вам рассказать. Более подробно обо всем вы сможете узнать на сайте ressовет.ру. Также вы можете скачать официальное приложение Рессовет.Инфо, разработанное специально профсоюзом образования. Там вы найдете для себя много полезного. До новых встреч. Адикюлш.